Премьер Борис Джанаев сегодня побывал сразу в 2 театрах республики. Говорили не о высоком, а о насущном. Проблем в учреждениях культуры много. Это и изношенные водопроводные сети, кровля, устаревшее оборудование, а иной раз и вовсе его отсутствие. С какими сложностями приходится сталкиваться творческим коллективам, расскажет Марина Караева. Очень повезло вам, Борис Борисович, и нам всем, что вы подъехали, что здесь не стоят машины в 2-3 ряда. Парковка перед Русским театром – многолетняя проблема. С нее и начал художественный руководитель Владимир Уваров. Вереница машин создает неудобства для всех. Еще угроза для зрителей, которые выбегают, детки. А вот здесь кавалькада машин. Зрители, детки выбегают, они же не видят. Много в театре и бытовых проблем. Над техническими помещениями протекает крыша, водопроводные сети изношены. Обновить нужно также транспорт и оборудование. Оснащение, конечно, дополнительно световое, звуковое. Потому что сегодняшние даже наши спектакли, которые мы же совершенствуемся не только в плане ремонта, мы пытаемся совершенствоваться и в творческом плане. Поэтому вот мы сейчас ставим 2 мюзикла. А мюзикл это другой свет, это другой звук. А для этого нужно, чтобы были петлички голосовые, вокальные, а не голосовые, чтобы они были, конечно, соответствовали сегодняшнему уровню. Еще в 2017 году разработали научно-проектную документацию по ремонтным или реставрационным работам в Русском театре. Сейчас ее уже надо корректировать. Борис Джанаев поручил создать рабочую группу. Нужно вот этот тот минимум важный, который для развития театра и для реконструкции, и для ремонта, вот этот тот минимум обсчитать и выйти тогда на федеральный уровень с решением этого вопроса. Председатель правительства побывал и в Осетинском театре. Проблем хватает и здесь. Здание построили 55 лет назад и никогда капитально не ремонтировали. Коммуникации изношены практически полностью. Кровлю, сценическое оборудование тоже необходимо обновить. Сценическое оборудование очень... на сегодняшний день мы считаем устаревшее. И не только мы считаем, сейчас работает 7 штанкетов на сцене, а в прежние годы их было 48. Устарели давно и гримерки. Именно здесь проходят последние приготовления перед выходом на сцену. У театра нет даже своей светозвуковой аппаратуры. Ее каждый раз вынуждены брать в аренду. Мы сегодня все вместе соберем и создадим вот эту конструкцию о необходимости перечня мероприятий, которые нужно будет выполнить. Мы должны взвешенно подойти и обсчитать здраво, понятно, тот самый минимум, тот комплекс проблем, которые должны быть решены. Чтобы мы не уходили в какой-то долгосрочный там проект. Проект реставрации театра уже есть. Борис Джанаев поручил до конца февраля определить план его реализации. Важное условие – театр не должен приостанавливать свою работу. Проектом предусмотрена полная замена всех коммуникаций, воссоздание и восстановление исторического облика. То есть вот тот алюкобонд, который мы видим, его нужно заменить на историческую растекловку. Ну и сценическое оборудование. Значение театрального искусства сложно переоценить. Это наше достояние, которое нужно беречь и создавать максимально комфортные условия для творческого вдохновения. Марина Караева, Алан Суанов. Новости Осетии.